на календаре 20 ноября, и это Всемирный день ребенка, поэтому 3-й час утреннего камбэк-шоу ведет ребенок. То есть зовут меня Никрус Муртазаев, а в гостях у нас Лучано Калистини, глава ЮНИСЕФ в Таджикистане. Говорим мы о 30-летии Конвенции о правах ребенка. Там говорится о праве самостоятельно выбирать свой путь, правильную медицину, образование. Только не смейтесь. Но, господин Лучано, а я имею, например, право пользоваться интернетом, и могут ли родители запретить мне его доступ? So, that's a hot topic that even my daughter asks me this one. Это очень хороший вопрос. Даже моя дочка всегда спрашивает меня об этом. She's 9. Ей 9 лет. So the internet was publicly available 2 years after the convention was written. Интернет был публично доступен 2 года после того, как конвенция была принята в 1979 году. So it doesn't specifically talk about it. И там в конвенции специфичного ответа на этот вопрос нету. But what it does talk about is the right to participation and the right to information. Но в конвенции есть несколько статей, которые говорят о детском участии и право на информацию. And that's what the internet is. It's a platform to participate with everyone else in the world, and it's a platform where you can find out a billion things that are at your fingertips. И этот интернет, это и есть, по сути, платформа, где ты участвуешь и еще получаешь информацию. So in that sense, you have a right, yes? И это означает, что у тебя есть право на доступ. But, I would say but. Но. If I take my own example as a parent, yeah, as I said, I'm a father of a 9-year-old girl. Если можно, я возьму свой пример. Я отец 9-летнего дочки. The sad truth is that the internet has become a dangerous place. И плохая правда в том, что интернет стал очень плохим местом для детей. And there are people who use it to harm other people, and sometimes they use it to harm children. И определенные люди используют интернет, чтобы навредить другим людям и иногда навредить и детям. And sometimes even children use it to harm other children. И иногда дети используют интернет, чтобы навредить других детей. Just last month, my daughter came home and someone had made a video about her, 2 of the girls in her school, and she was in tears and upset because she was being bullied. И месяц назад, например, моя дочка пришла домой в слезах, что кто-то в их школе сделал видео про нее и ее подружек, и она плакала. Кто-то использовал видео, чтобы троллить или булить ее. And so the role of parents is to regulate and monitor how you use internet, not if, but how you use, and that you use it in a way that is safe and doesn't risk any harm coming to you. И обязанности родителей заключаются в том, чтобы они помогли, как использовать. Не то, чтобы использовать или нет, а как использовать интернет, чтобы тебе кто-нибудь не навредил. For example, my daughter, she wants an iPhone. Например, моя дочка хочет iPhone. And the answer is no. И ответ нет. And it's no because I know and her mother knows that she's too young to responsibly manage all the communication that will come on her iPhone. She's not old enough to make those decisions yet. И я знаю, и ее мама знает, что она еще не так зрелая, чтобы использовать iPhone, управлять теми потоками информации, которые могут прийти через iPhone, и поэтому мы считаем, что это будет потом, мы потом купим. So when she reaches high school, which will be in 2 or 3 years, then we can talk again, and maybe she will have reached a level of maturity and responsibility that we are more confident that she can manage these things without us in the room. И когда она пойдет в школу, вторая часть школы, когда ей будет исполниться 12-13 лет, тогда она подойдет к тому возрасту, когда она будет более зрелой, чем она сейчас. So the answer is yes, but. И поэтому ответ да, но. Спасибо. А еще в конвенции написано про право на защиту от эксплуатации физической работы. А вот то, что мы по дому делаем, моем полы, чистим посуду, делаем, это не относится к этому праву? That's a great question. Отличный вопрос. So, I mean, I'm thinking back to my own childhood, which was very recently, yeah?
И я вспоминаю свое детство, когда было недавно практически. And I used to do chores around the house all the time. И я делал очень много работы по дому. I used to have to wash the dishes after dinner. Я должен был чистить посуду после ужина. I had to clean my room and make my bed. И я каждый день должен был чистить свою комнату, заправить свою кровать. And we had a house with a garden, and I had to cut the grass with the lawnmower. И у нас дома был сад, где я должен был чистить и отрезать, косить траву. So probably you have things that your parents ask you to do as well, Nick Cruz, yeah? I'm guessing. И, конечно же, на Крузе, я думаю, что есть те работы по дому, которые твои родители говорят, чтобы ты делал. And especially in a community like Tajikistan, many children live in rural settings, and then there's even more work because you're on the farm and you have to help with the animals and all these kinds of things, yeah? И, конечно же, в стране, как Таджикистан, где многие живут за пределами города, есть, например, фермы, где работа уже увеличивается, то есть ты должен больше работать либо на поле, помогать родителям. But there's a difference between helping your parents around the house and helping out the family to child labor. И поэтому есть определенная разница между тем, как помогать родителям по дому или детский труд, и детский труд. So for UNICEF, the child labor of the type that we are concerned about is work that is dangerous or work that is inappropriate. For example, maybe it's lifting heavy things. И для ЮНИСЕФа детский труд, мы очень обеспокоены тем детским трудом, который несовместим с возрастом ребенка. То есть это могут быть работы, где ты должен поднимать очень тяжелые вещи и груз. Or work that is with, say, chemicals or machinery that is dangerous for a young person to be around. Или работа с определенными химическими элементами, или работа в фабриках, или использование определенного оборудования. Or work that prevents you from accessing your other rights. Like, for example, if your parents say, no, you have to work, you can't go to school, that's not okay. И определенные работы, которые запрещают или не позволяют тебе осуществить другие права. Например, если твои родители говорят, что ты должен это сделать и не ходить в школу, тогда это проблема. So the summary is that kind of work that is a risk to you or that stops you accessing your other rights, mainly education, that's the red line. И, конечно же, красная линия находится там, когда другие твои права не осуществляются из-за того, что ты занимаешься определенным трудом, например, не ходишь в школу. Спасибо. А можно очень сложный, может даже немного философский вопрос. Взрослые никогда не говорят просто о правах. Они всегда говорят о правах и обязанностях. А нас, детей, это тоже касается? Мы тоже что-то кому-то должны? Или до определенного возраста мы только правами обладаем? Например, обязан ли я учиться, если не хочу? I think we all have responsibilities. Я считаю, что у нас у всех есть обязанности. And your responsibilities grow as we grow older. И твои обязанности увеличиваются со временем. So again, if I can talk about my own family. Если можно, я опять расскажу о своей семье. Just because it's easier to speak from examples. Потому что из своих примеров легче объяснить что-то. So when I was very small, or when, say, my daughter was very small. Когда я был молодым, или когда моя дочка была маленьким. Her responsibility when she was 5 or 6 may have been after dinner she had to take her plate to the sink. Например, когда ей было 5 лет, ее обязанности после ужина просто взять свою тарелку и поставить на кухне. And that she had, when she wakes up in the morning, she has to, as much as she can, put on her clothes by herself. Yeah. И когда она утром просыпается, ее обязанности просто одеваться, чтобы подготовиться. But then, as she gets older, her responsibilities grow. И со временем ее обязанности тоже увеличиваются. She has to have responsibility for doing her homework now, for example. Например, когда она начала ходить в школу, у нее есть обязанности сделать свою домашнюю работу. And to be kind and respectful to all the other children in her school.
И она должна уважать других людей в своей школе и в своем окружении. And so it changes over time. But I think all of us in this room, whether we're in our 40s or whether we're 11 or 12, we all have responsibilities to each other as human beings. И, конечно же, со временем у нас обязанности увеличиваются, и все мы, кто находится здесь, у нас есть определенные свои обязанности, и самая большая – это уважать друг друга, помогать друг другу, как люди. And in terms of school, I think you asked about school. И насчет школы, ты спросил насчет школы? So, I mean, we just had this discussion during the break. A lot of kids don't like to go to school. И во время паузы мы это обсуждали. Я знаю, что многие дети не любят ходить в школу. But in the convention, it talks about the best interests of the child. Но в конвенции говорится о самых лучших интересах детей. And this is a responsibility of adults who know that it's in your best interest that you should go to school. И это обязанности взрослых в твоем окружении, чтобы они помогали тебе пойти в школу. In fact, there are a 250 million children around the world who are not in school. И, например, есть определенная статистика, что четверть детей во всем мире, 250 миллионов, не ходят в школу. And many organizations and countries are fighting this because we know from hundreds of years of experience that is bad for the child. И многие организации занимаются тем, чтобы у детей было право и возможность ходить в школу, потому что у нас очень большой опыт, что это самое лучшее решение, которое дети могут делать. Спасибо вам большое за ответ и спасибо, что вы пришли. Но, дорогие друзья, не расстраивайтесь, мы вскоре к вам вернемся.